Хоккеисты Тампы со счетом 2-0 выиграли у Далласа в шестом матче финала плей-офф НХЛ и стали обладателями Кубка Стэнли. Серия завершилась со счетом 4-2. Авторами голов в решающем матче стали Блейк Колман, а также Брейден Пойнт, которому ассистировал Никита Кучеров. Российский форвард стал лучшим бомбардиром плей-офф. На его счету 7 шайб и 27 передач. Его команда на пути к финалу поочередно победила Коламбус, Бостон и Нью-Йорк Айлендерс. Тампа во второй раз в истории завоевала Кубок Стэнли. Напомним, в ее составе помимо Кучерова играют еще 3 россиянина. Это Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Александр Волков. Омский «Авангард» победил Хельсинский «Йокерит» в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счетом 3-2. В составе победителей дубль оформил 19-летний дебютант КХЛ Егор Чинахов. Еще одну шайбу забросил Сергей Шумаков. У гостей 2 взятиями ворот отметился Никлас Йенсен. «Авангард» продолжает лидировать в таблице Восточной конференции, имея в активе 20 очков. «Йокерит» 7 пунктами идет 9-м на западе. В следующем матче «Авангард» на своем льду примет подольский «Витязь», а «Йокерит» на выезде сыграет с Череповецкой «Северсталью». Сборная России по футболу проведет октябрьские матчи группового этапа Лиги наций в Москве на стадионе ВТБ-Арена. В рамках предварительной стадии турнира подопечные Станислава Черчесова 11 октября встретятся со сборной Турции. Затем 3 днями позднее сыграют с командой Венгрии. Помимо этого, россияне также на поле ВТБ-Арены 8 октября проведут товарищескую встречу с шведскими футболистами. После 2 туров группового этапа Лиги наций российская команда занимает первое место в группе 3 Лиги Б, набрав 6 пунктов. Вторыми идут венгры, у них 3 балла, замыкают квартет турки и сербы, у которых по 1 очку. Российский теннисист Андрей Рублев выиграл у американца Сэма Куэри в матче первого круга Роланд Гаррос. Турнир проходит в Париже. Встреча завершилась со счетом 6-7, 6-7, 7-5, 6-4, 6-3. В следующем круге россиянин встретится с испанцем Алехандро Давидович Фокиной. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев занимает 21-ю позицию. В его активе 5 побед на турнирах под эгидой данной организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии «Большого шлема» является выход в четвертьфинал. Итоги турнира в Париже будут подведены 11 октября. Российский боксер Мурат Гасиев проведет поединок с американцем Кевином Джонсоном 31 октября в Сочи. Об этом сообщили представители команды россиянина. Этот бой станет для Гасиева дебютным в супертяжелой весовой категории. Ранее он выступал в первом тяжелом весе. Последний раз российский боксер выходил на ринг в 2018 году, когда проиграл украинцу Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии. В данный момент в послужном списке 26-летнего Гасиева 26 побед, из которых 19 он одержал нокаутом и 1 поражение. На счету 41-летнего Джонсона 35 побед, 19 нокаутом, 17 поражений и 1 ничья. Якутяне завоевали 10 медалей на чемпионате и первенстве Республики Крым по плаванию. Об этом сообщает ЕСИА. Участниками соревнований стали более 500 спортсменов из регионов России и Украины. В составе команды Якутска наилучшие результаты продемонстрировали Алексей Лапшин, который был первым в заплывах вольным стилем на 50 и 100 метров, а также Владислав Адаська, завоевавший сразу 3 награды. Золото в плавании на 200 метров, серебро в комплексном плавании на 400 метров и бронзу на этой же дистанции в плавании вольным стилем. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!